Бисмиллах, хамдулиллах, саляту вассаляму аля расулиллах. Дорогие братья, мы с вами продолжаем уроки напоминания Всевышнего Аллаха, то есть уроки зикр. И мы с вами начали изучать важность этого вида поклонения и его достоинства. И мы с вами говорили, что Всевышний в нескольких аятах, обращаясь к своим верующим рабам, Он призывает их, то есть нас, не только поминать Аллаха, а поминать Аллаха многократно. И описывая верующих, Аллах сказал: «Алладина ядкурун Аллаха», те, которые поминают Аллаха киямен, стоя, вакугудан, сидя, вааля джунубихим, и находясь на своих боках, то есть лежа. То есть это означает, что верующий, он поминает Аллаха постоянно. И последняя польза, которую мы с вами прошли, то, что поминание Всевышнего Аллаха, он защищает нас, отдаляет от нас наущение шайтана. И мы с вами прочитали аят, сурату Зухруф, 36 аят. «Вамен яхшу ан дикри рахмани», а тот, кто отвращается от поминания милостивого, Аллах говорит: «Нукайит ляху шайтана». Мы приставим к нему шайтана, фахуа ляху карин, и этот шайтан, он будет с ним спутником его жизни, товарищем по жизни, и будет все время сопровождать его и наущать. Поэтому и прошли очень важный хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, привел нам слова Яхья ибн Закария, где он пятым приказом Всевышнего Аллаха, как ему, так и Бану Исраиль, сынам Израилевым, назвал поминание Всевышнего Аллаха и сравнил важность понимания с чем? С крепостью. То есть человек вышел в путь, и за ним по пятам идет вооруженный, сильный, мощный враг, который вот-вот настигнет его и уничтожит. И единственный путь спасения от этого врага — это не выйти против него там с мечом, там, я его там порву, я с ним справлюсь. Нет. Единственный путь спасения — это укрепленная крепость. Если он успеет туда войти, то шайтан не сможет ему навредить. Если нет, то он погибнет. И вот эта укрепленная крепость — это и есть поминание Аллаха. Если человек все время будет стараться находиться внутри крепости, шайтан для него будет очень слабым. И мы с вами потом прошли значение ханнес, которое Аллах Тааля вот именно приводит в последних двух сурах, Муаввидат, да? Мин шарри аль-васвасил ханнес. То есть мы ищем защиты у тебя от наущения кого? Ханнес. Ханнес — это кто? Это тот, кто постоянно сидит в засаде. Он никогда не спит, он никогда не проспит, да? Он всегда ждет. Вот человек как только расслабится, верующий, как только предаст забвение Аллаха, и как только его сердце покинет поминание Аллаха, он как голодный, сильный зверь, он накидывается на эту жертву и начинает его убивать. То есть пожирать начинает. И как только человек вспоминает Всевышнего Аллаха, враг теряет силы, и, как мы с вами говорили, кальваса, то есть он как птичка. То есть как беззащитная, слабая птичка превращается в слабую птичку. Поэтому всегда мы должны быть под защитой Всевышнего Аллаха, а это и есть поминание Аллаха. Следующая польза, тоже немаловажная. Амин фаваиди зикриллахи аль-азима. Одна из величайших польз поминания Аллаха, аннаху юджлибу ли кальби закири аль-фараха ва-сурур ва-раха. То, что поминание Аллаха, получается, привлекает. То есть поминание Аллаха служит причиной тому, что тот, кто поминает Аллаха, он находит
в сердце отдохновение, он находит в сердце спокойствие, он находит в сердце наслаждение. То есть вот именно поминание Аллаха дает отдых сердцу. Сердце отдыхает именно поминанием Аллаха. Вот именно поминая Всевышнего Аллаха, сердце находит успокоение. Сердце находит успокоение. И, как говорит Всевышний, кама каля Аллаху Та'аля, и как Всевышний говорит, аллазина аману, и те, которые уверовали, вот татмаинну кулубухум бидикриллях, и их сердца успокаиваются поминанием Аллаха. То есть сердца верующих, Аллах говорит, находят спокойствие, находят успокоение бидикриллях, поминанием Аллаха. Аля бидикрилляхи татмаиннуль кулуб, разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца? То есть Аллах Тааля, как подтверждение вот этим первым словам, говорит, разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца? Сура Тур-Ра'д, Гром, 28 аят. И вот именно вот татмаинну кулубухум, Аллах говорит, их сердца успокаиваются. То есть Аллах избавляет сердце верующего через поминание Аллаха от всяких тревог, от печали, от всяких волнений ненужных, от всяких беспокойств. И взамен вот этим тревогам, беспокойством, волнением Аллах дает что? Аллах дает спокойствие. Мусульманин, поминая Всевышнего, он успокаивается. Альхамдулилля, вот эта печаль, вот эти тревоги, они уходят. Аллах убирает все это сердце. И взамен дает что? Спокойствие, радость и ар-раха, то есть отдых. Сердца отдыхают, поминая Всевышнего Аллаха. И поэтому Аллах говорит, аля бидикрилляхи татмаиннуль кулуб, разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца? То есть сердце, которое поминает Всевышнего Аллаха, оно должно быть спокойным, оно должно найти свое место, свое спокойствие. И вот, дорогие братья, сегодня как раз вот эта тема очень актуальна, потому что даже те люди, которые сегодня не нашли еще дорогу в мечеть, может быть, еще не дошли до вот этой радости, до этого счастья, выстаивать молитвы, намазы читать, поклоняться единому Аллаху. Вот для них очень актуальная тема, когда, например, нас ашларга шакаралар, мы когда начинаем говорить про спокойствие души. Потому что сегодня эта проблема всех касается. Сегодня, альхамдулилля, то место, где мы с вами живем, то время, когда мы с вами живем, альхамдулилля, Аллах сегодня не испытывает нас голодом. Аллах большинство людей не испытывает нищетой. У нас есть что покушать, у нас есть что попить, у нас есть что на себя одеть. Так ведь? Таких проблем нет. Но чего нам не хватает? Спокойствия нет. Нет спокойствия. У человека есть дом, прекрасный дом. Проектанты, казалось бы, предусмотрели все. И освещение, и систему вентиляции, и отопление. Для комфорта есть все. Он там купил специальные дорогие обои. Ему это сказали в магазине, что это экологически чистые обои. Он там купил экологически чистые покрытия для пола. То есть вот, казалось бы, все у него есть для того, чтобы он пришел домой, спокойно лег в кровати и заснул. Дорогущие матрасы, дорогущие там подушки. Фирма дает гарантию, что он будет спать спокойно, но не получается. Вот только что вспомнил случай, когда к Умар ибн Абдул-Азизу, по-моему, пришла делегация на прием. Они остановились возле рынка и увидели, как человек спит под деревом. Это в итоге оказался Умар ибн Абдул-Азиз. Просто он, когда ходил по рынку в обычной одежде, чтобы его не узнавали, он просто устал и прилег отдохнуть. Он мог спать под деревом спокойно. То есть, когда сердце спокойно, человек не требует всего этого. Ему и так хорошо спится.
А когда Аллах лишает сердца человека, да, душу человека вот этого спокойствия души, куңіл тынычлығын, люди начинают это компенсировать в чем-то другом. То есть обои не те, лампочка не та, а тут новая фирма открыли. Вот они там специальные лампочки продают, оказывается, они такие вот прямо. Да, то есть система вентиляции не та. Я когда еще в Нижнекамске работал, начал искать землю для строительства дома. Приехал в одну татарскую деревню, нашли одну землю, и сосед, там такой большой, солидный дом. Я говорю, чей это? А вот это, говорит, татаро-рабы, говорят, вот он живет здесь. И он услышал, что там Нижнекамский хазрат ищет землю для строительства. Он мне звонит, хазрат, говорит, оказывается, ты в нашу деревню едешь. Я говорю, я не знаю, пока еще не строился, просто землю выбираю. И он такой, все, хазрат, я, говорит, тебе решил это подарок сделать. Такой, думаю, дом, что ли, построит у меня. Я, говорит, у меня, говорит, очень хороший специалист есть. Прежде чем выбрать место для дома и планировку сделать, я, говорит, тебе этого специалиста отдам, говорит, бесплатно, говорит, садаха будет это от меня. Я говорю, а что за специалист? Такой проектант, что ли? Там проект же надо делать. Нет, говорит, это другой специалист. Он, говорит, специалист в биомагнитных, там, этих, там начал долго рассказывать. Даже термины не запомнил. Я говорю, вы меня извините, я там с Арманского района приехал, нас там этому не учили. Вот. Я говорю, ты мне скажи, в чем смысл-то, мудрость? Ты, говорит, хазрат еще молодой, не знаешь. Вот ты, говорит, сейчас на участке место неправильно выберешь, в биомагнитных в этих, говорит, потом, говорит, спальню неправильно поставишь, и вот здесь вот так, ты, говорит, спать не сможешь. Я говорю, а вы грешить нужно меньше, и тогда все нормально будет. То есть вот люди хотят отсутствие вот этого спокойствия души, они хотят компенсировать в чем-то другом. Понимаете? То есть им не нравится это, им это не нравится. Вот даже то, что мы едим, да? Когда-то холодильников не было. У нас дедушки, бабушки, они солили мясо. И они целый год вот это кушали. Кроме как летом, да? Потому что холодильников не было. И им это как-то всем нравилось, да? Потом мы купили холодильники, морозильники, да? Все у нас сейчас свежее мороженое мясо, да? Замороженное мясо. Но не соленое, альхамдулилля, оно вкусное такое, да? Когда в мечети магазин мясной открыли, люди приходят и говорят последние годы, нам, говорит, замороженное мясо не надо, нам охлажденное надо. Я говорю, а зачем? Потому что замороженное, оно потеряло вкус. Кому-то и мяса не хватает, ему надо акули и плавники кушать или еще что-то. Понимаете, вот Аллах, когда лишает тебя чего-то, люди начинают это искать, компенсировать в чем-то, думать деньгами это все, может быть, финшуй, меньшуй, еще что-то, да. Вот поэтому Аллах говорит, «Аллазина аману ва татмаинну кулубухум бидикрилля». То есть те, которые уверовали, их сердца находят успокоение, вот эту радость именно в чем? В поминании Аллаха. «Аля бидикрилляхи татмаинну кулуб». Разве только поминанием Аллаха, разве только поминанием Аллаха не находят? То есть Аллах говорит, «Аля бидикрилляхи татмаинну кулуб». То есть только поминанием Аллаха сердца могут найти свое отдохновение. То есть другого пути нет. И вот эта жизнь души, жизнь сердца, это очень важно. И так же, как наши тела, они нуждаются кутуль яум, то есть это еда одного дня. То есть каждое тело, оно нуждается в сутки, сколько-то литров воды надо, жидкости выпить, да, столько-то калорий нужно. И без этого тела оно не может служить. Оно обессиливает, оно начинает поддаваться разным болезням, инфекциям, потому что все, человек истощается. И вот так же у человека должна быть ежедневная пища для сердца, ежедневная пища для души, потому что даже если у тех спросить, кто, может быть, даже отрицает существование Аллаха, рая, ада, да, если у них спросить, а что ведет нашу жизнь, то есть чем мы живем, да, что заставляет нас бороться, иногда
проявлять терпение, побеждать. Все говорят, это душа. Когда мы куда-то уезжаем, вот мы скучаем по детям. Чем? Вот пальцами, там, волосами? Нет, душой. Они понимают, что есть душа, хотя не могут его показать, да? Но душа, так же как и тело, нуждается в пище. И вот именно поминание Аллаха, это есть пища для души, которая дает нам силы, которая дает нам силы. И когда человек лишает свою душу этой пищи, сердце начинает слабеть. Сердце начинает поддаваться разным болезням. Именно не тем болезням физиологическим, да, которые медицина лечит, да, или черным тивином лечим. Да. Нет, это именно наши духовные болезни, духовные проблемы наши. Вот в этом наша проблема. Поэтому ученые говорят, поминание для сердца – это как вода для рыбы. Вот это как вода для рыбы. И что же будет с рыбой, если лишить ее воды? То есть вот достаньте рыбу из воды и посмотрите, что с ней будет. Рыба без воды не может, она погибает. Поэтому лишите сердца поминания Аллаха, и оно погибает. Вот поэтому сегодня, вот я еще раз повторяю, то время, то место, где мы с вами живем, у нас все есть. Но нет чего? Нет спокойствия души, духовного. И поэтому у нас нет бараката в семьях. Да? Жена вечно недовольна мужем, муж вечно недоволен женой, детям что-то не нравится. До сих пор 7-й iPhone, когда уже кто-то с 10-м ходит, да? А ему стрёмно на люди выходить, сыну, там, ему 13 лет, вот ему там стыдно выходить, надо, папа только этот 7-й купил или там какой-то, да? То есть вот бараката нет, успокоения, спокойствия в сердце нет. И люди пытаются это компенсировать. Кто-то там на концерт хочет сходить, кто-то в театр, кто-то еще куда-то, да? А на самом деле вся проблема в этом. Вот это как иногда это больше, наверное, мужская тема такая, да? Иногда вот я братьям, чтобы объяснить это, особенно вот тем, которые еще пока не пришли в мечеть, вот я иногда привожу пример автомобиля, да? Вот, например, там концерн, там, не знаю, Toyota, они придумали машину, да? Машину, там поставили какой-то двигатель, человек приходит в автосалон, смотрит, машина стоит, так, какой двигатель? Интересно же, да, там, объем двигателя там 2 литра, там 2,5, там сколько коней, там 150, 200 коней, а разгон до 100, сколько там 10 секунд, там 9 секунд, а максимальная скорость какая? Там 200 километров, да, в час, ладно, а расход бензина какой? Там, например, 7 литров, 8, 10 литров, все. А гарантия какая? Последний вопрос. Гарантия. Гарантия там 100 тысяч километров. Или же 5 лет, например, да. Все меня устраивает. Все, он деньги дает, садится в машину, выезжает, а смотрит, там стрелка-то упала, надо машину покормить, коня. Так ведь? Он такой заезжает там в АЗС, смотрит, а бензин-то дорогой нынче. Давно не смотрел что-то, да? Смотрит, там 40 рублей, там 43 рубля, да? Что-то дороговато, говорит, сейчас посчитал, там, мне столько денег уйдет. Поеду-ка я лучше к себе там в деревню, а у меня там колодец за огородом с хорошей водой, да? Залью-ка я туда 10 литров воды и накормлю вот так коня. Все, залил, заводит, нет. А что случилось? Где 2,5 объем? Где там 200 коней, где там максималка, там 200 километров в час, а где гарантия? Оказывается, там последний пункт такой маленькими буквами, да, и все это есть, мы даем гарантию, но с условием, что в бак будете 92-й бензин заливать, а не воду с колодца. Так ведь? То есть здесь японцы не виноваты, здесь инженера Toyota не виноваты. Они дают все эти гарантии, но они поставили условия. Так ведь? Что двигатель нужно кормить правильной едой. Не водой с колодца, а с бензином. Или там дистопливо. Так ведь? И вот здесь то же самое. Душа – это своеобразный двигатель человека, который заставляет нас
идти вперед, который заставляет нас бороться, который заставляет нас, я не знаю, драться, там, не сдаваться. И почему люди теряют силу? Хотя вот есть здоровые парни, там, абсолютно здоровые, никаких проблем со здоровьем нет, да? Но они ничего не могут, все. На них смотришь, он как бы живой, но он мертвый. Так ведь? То есть душа больная. Все, он не может бороться, у него нет сил. Кто-то хочет уже там вешаться хочет, кто-то семью оставил уже, убежал, да, не знает, что делать. То есть двигатель, Аллах дал нам двигатель, и Он дал гарантию, что двигатель, он будет работать. Он будет бороться. Двигатель будет давать нам силы. Но двигатель нужно правильно кормить. Не концертами, не какими-то развлечениями, которые, казалось бы, дают нам временно. Это просто они утоляют жажду нефса, а здесь сердце ни при чем. То есть сердце обессилено. И Аллах говорит, вот кормите сердце чем? Аля би зикриллахи татмаиннуль кулуб. Только поминанием Аллаха успокаиваются сердца. Поэтому вот он бензин, вот оно правильное питание для сердца. Поэтому поминание Аллаха для сердца — это как вода для рыбы. Достаньте рыбу из воды и посмотрите, что с ней будет. Поэтому лишите человека поминания Аллаха и посмотрите, что с ним будет. Будут одни проблемы и страдания. Вот в этом проблема сегодняшних, вот именно сегодняшних людей. Остальное все есть. В остальном все в порядке. Идем дальше. ومن فوائد ذكر العبد لله أنه يورثه ذكر الله له كما قال تعالى فاذكروني أذكركم. Следующая польза от поминания Аллаха, то, что человек, поминая Аллаха, он удостаивается чести и счастья, что Аллах начинает поминать его. То есть Аллах вспоминает раба тогда, когда раб начинает поминать его. То есть Аллах дал нам первый шаг за нами. Сделай шаг, и следующий будет мой. Поэтому суратуль Бакара, 152 аяте Аллах говорит, «Фазкуруни», поминайте меня, вспомните обо мне, «Азкуркум», и тогда я вспомню о вас. Сначала вы, а потом я. Поэтому Аллах говорит, вспомните меня, и тогда я вспомню о вас. И в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима приводится хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, довел до нас слова своего Господа, который сказал, то есть это получается хадис Кудси, священный хадис, да? «Ман закарани фи нафсихи, закартуху фи нафси». То есть тот, кто вспомнил обо мне, то есть фи нафсихи, то есть про себя, да, то я вспомню о нем, то также про себя. То есть я вспомню о нем. «Ваман закарани фи маляин», но кто вспомнит обо мне в каком-то, перед каким-то обществом, да, перед каким-то обществом, перед людьми, Аллах говорит, «Закартуху фи маляин хайрим минхум». Я обязательно вспомню о нем в обществе, которое в лучшем обществе, чем они. То есть Аллах, когда люди будут поминать Аллаха перед людьми, какими бы они, может быть, достойными не были, мы должны знать, что Аллах будет вспоминать нас перед ангелами, которые лучше нас. Поэтому мы вспоминаем об Аллахе, и это будет причиной того, что Аллах вспомнит о нас. Поэтому поминание Аллаха, альхамдулилля, об этом много хадисов, да, «Удкуруллаха фи рахати, ядкурукум фи шидда», например, в другом хадисе говорится, поминайте Аллаха, когда вам легко, когда вам радостно, когда вам хорошо, и тогда Аллах вспомнит о вас, когда вам плохо. То есть, если мы хотим, чтобы Аллах вспомнил о нас и помог нам, когда нам плохо, мы обязательно должны поминать Аллаха, когда нам хорошо. Вот сегодня тебе хорошо, ты благодари Аллаха, ты восхваляй Аллаха. И за то, что ты сегодня, когда тебе хорошо,
Альхамдулилля, когда ты радуешься, ты восхваляешь Аллаха и поминаешь Его. Вот когда завтра у тебя будут проблемы, и ты обратишься к Аллаху, Аллах вспомнит, Аллах обязательно поможет тебе. Поэтому про это мы, по-моему, где-то на каком-то уроке говорили. Аллах, Юнус, алейхиссалям, который ощутился в утробе кита и обратился к Аллаху с дуа, ла илляха илля ан субханак инни кунту миназ залимин, да? Аллах говорит, если бы фалауля кана миналь мусаббихин, ла лабиса фи батнихи иля йоми юбгасун. То есть Аллах говорит, если бы Юнус, алейхиссалям, не был из числа восхваляющих Аллаха, то есть получается до того, как оказался в чреве кита, да? Если бы он до этого дня не восхвалял Аллаха, он бы остался там вплоть до судного дня. Поэтому Аллах вспомнил о нем и принял его дуа за то, что он до этого вспоминал его. Поэтому поминайте Аллаха, и Аллах тогда вспомнит о вас. Следующая польза зикра, поминая Всевышнего Аллаха, Аллах прощает того, кто поминает его, прощает ему грехи, его прегрешения. И альхамдулилля, Аллах спасает его от своего наказания, И передает Муад ибн Джабаль, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма амиля адамиюн амалян анджа лаху мин адабиллахи мин зикриллахи та'аля». Человек не может совершать какое-либо дело, которое может спасти его от наказания Аллаха, то есть наилучшего дела, чем поминание Аллаха. То есть самое лучшее дело, которое спасает человека от наказания Аллаха, это зикруллахи та'аля, это поминание Всевышнего Аллаха. Этот хадис, ученые сказали, что это достоверный хадис. Поэтому чем чаще человек будет вспоминать Аллаха, восхвалять Его, прославлять Его, неважно, это будет тасбих, это будет тахмид, то есть альхамдулилля, неважно, это будет такбир, Аллаху акбар, да, это будет тахлиль, ла иляха илляллах, он должен поминать Аллаха. И вот через поминание Аллаха Аллах прощает ему грехи и спасает его от наказания. И вот следующая причина как раз, Всевышний Аллах дает за это поклонение столько наград, казалось бы, за не такое сложное, не такое трудное поклонение, да, где не надо тратить деньги, где не надо ничего, не надо строить, да, не нужно прилагать каких-то огромных физических усилий, да, просто поминать Аллаха сердцем и языком. И Аллах дает столько наград, субханаллах, что посредством других благих дел столько наград невозможно заработать. Поэтому вот именно язык, который не устает все время, так ведь, он готов все время говорить. И если мы не будем занимать наш язык чем-то полезным, он сам займется чем-то ненужным. Он будет злословить, он будет пустословить, так ведь, он будет сквернословить. Поэтому ученые говорят, если бы другие органы тела, они бы двигались как язык, они бы давно потеряли силы. Все, они бы не могли дальше двигаться. Но язык – это такой орган, который готов все время двигаться. И поэтому нужно заставлять его работать полезным. Надо и говорить ему: займись язык полезным. Так ведь? То есть поминать Аллаха. И зарабатывать через этот труд, то есть через поминание Всевышнего Аллаха, много-много наград. И Бухари и Муслим передает от Абу Хурайра, радиаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каля», кто скажет «Ла иляха илляллах», то есть нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Вахдаху ла шарика лах», и он один, «Ла шарика лах», нет у него сотоварища, «Лахуль мульк», и вся власть принадлежит ему, «Валяхуль хамду», и вся хвала принадлежит ему, «Вахуа аля кулли шайин кадир», и он над всякой вещью мощен, то есть Аллах может все, что захочет, да, «Фи яумин ми'ата марра», каждый день 100 раз.
То есть, если человек скажет каждый день 100 раз вот эти слова, «Ла илляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лахуль мульк, ва лахуль хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир». Эти же слова мы говорим после намаза, так ведь? То есть, они всем известны. В день 100 раз. «Канат лаху айдлу ашри рикабин, ва кутибат лаху миату хасана, ва мухаят анху миату сайяна». Аллах даст ему столько наград, как будто он освободил 10 рабов. Это первое. Аллах ему запишется 100 великих дел. То есть он 100 раз сказал, как будто он совершил 100 великих дел. 100 аджров. Аллах простит ему 100 прегрешений. Аллах простит ему 100 прегрешений. И вот эти 100 раз, вот эти зикры послужат защитой для него в этот день от шайтана, пока он не доживет до вечера. То есть вплоть до наступления вечера Аллах будет защищать этого раба от шайтана посредством вот этих слов. И никто не может получить больше награды и больше пользы, чем вот этот человек, кроме того человека, который сделает больше, то есть который скажет еще больше. Поэтому кто будет поминать Аллаха еще больше, он заработает еще больше аджра. Поэтому то есть даже работая просто языком, говорят же, ты не болтай языком, работай. Да? Вот надо работать языком, но занимать язык именно наилучшим. Вот эти слова, великие слова. Тахлиль, здесь и тахмид есть, 100 раз. И получишь вот столько аджра. Бухари, Муслим. Также в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима приводится хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каля», кто скажет, «Субханаллахи ва бихамдихи», то есть «Субханаллах», Аллах пречист от всех недостатков. У Аллаха не могут быть недостатки ни в его именах, ни в его деяниях, ни в его качествах, атрибутах. Аллах, он пречист от всех недостатков. «Ва бихамдихи», и вся хвала ему. «Фи яумин миата марра», если он эти слова за день скажет 100 раз, «Субханаллахи ва бихамдихи», вот 100 раз, «Хуттат хотаяху ва инканат мислу забадил бахра», то простятся ему сотрутся ему его прегрешения, даже если они будут величиной забадил бахр, то есть морскую пену. Вот пена, которая собирается над водой, да, вот невозможно сосчитать, сколько ее пены, сколько вот этих пузырьков, да, невозможно. Но все они простятся, если мы в день скажем 100 раз. Субханаллахи ва бихамдихи. То есть, за один красный свет светофора, наверное, 100 раз не скажешь, но пока до работы доедешь, можно это сказать. Просто нужно создать причины. Вот даже в этих моментах, вот сегодня мы же изучаем там тайм-менеджмент, управление временем, да, у нас там органайзер есть, планинг есть, там телефон, идет синхронизация на ноутбук, на компьютер, да, вот, кто более-менее вот это знает, да, всем это знакомо. Вот то же самое можно использовать и в поклонении. То есть вот просто я не хочу хайырши узин мактарды, да, просто один пример, да. Все мы знаем, что является сунной перед сном 33 раза говорить Субханаллах, 33 раза Альхамдулилля и 34 раза Аллаху Акбар. Да? Этот хадис мы слышали, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал своей дочери Фатима, которая подошла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сказала, вот она вся была в мозолях, да, она не справлялась, ей было очень тяжело, она уставала, и она попросила разрешения у отца взять прислугу домой. То есть и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ночью пришел к ним и сказал, что если вы будете перед сном говорить 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулилля и 34 раза Аллаху Акбар, это лучше для вас, чем нанимать прислугу домой. То есть работайте, все нормально, хазам, но говори вот эти зикры.
Так ведь? То есть это вот мы знаем. Но когда мы ложимся, почему-то вот часто мы забываем об этом. Забываем. Я вот просто дома, бабай, когда с хаджа приехал, он мне там щетки подарил, тасбих. Я взял как-то и на тумбочку повесил вот так, возле кровати. И, машаллах, я каждый раз, когда ложусь, я вижу это, достаю, и у меня как-то получается. И, субханаллах, 30, оказывается, за минуту-полтора можно это все сделать. То есть все, ты сунну делаешь. Вот обычный брейбер, вот да, иногда мелочь, она заставляет тебя вот вспомнить это и сделать. И сделать. Тоже, например, перед сном чтение сурат Табарак, мульк, да, это есть причина того, что Аллах спасет тебя от наказания в могиле. То есть вот там мусхав стоит, ты ложишься, я же не прочитал Табарак. Берешь и прочитал. Или, например, там у тебя есть возможность заехать в мечеть, или на работе есть возможность прочитать сурату Духа. А ты поставь этот будильник. Но не вставай там, не подъем, а прочитай Духа. Там в 11, например, или в 10. У тебя будильник звонит, а что случилось? Берешь будильник, а там на сотовом пишется, а ты Духа читал? О, машаллах, вспомнил. А 2 ракагата, может быть 4, да. Это не так сложно, не так долго. Просто надо вспомнить это. Вспомнить. Мы же такие, мы забываем. Вот иногда, чтобы вот эти вещи вспоминать и этот аджр заработать, надо, альхамдулилля, немножко вот причины создать. Вот как раз управление временем, да, напоминание делать. Зачем нам нужны вот такие сотовые телефоны, там, у кого-то там, не буду пальцем показывать, там, на 100 тысяч телефонов. А зачем он нужен? Если мы там даже зикры не можем вот эти напоминания поставить. А сейчас даже, по-моему, приложение есть, которые там по времени, когда что нужно говорить, да, все оно выходит. Альхамдулилля. Поэтому используйте это. Это не так много времени. Я же говорю, вот эти 100 раз, вот этот зикр можно за пару светофоров, или за одну пробку можно, за одну нормальную пробку, вот на Танковом кольце как раз успеешь 100 раз сказать, чем ерундой заниматься. Вот. Дальше. Сахих Муслим. Сборник имама Муслима. От Абу Хурайра, радиаллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лиан акуля», для меня сказать следующие слова: «Субханаллах, вальхамдулилля», то есть Аллах пречист от всех недостатков, «вальхамдулилля», хвала Аллаху, «валя иляха илляллах», и нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «валлаху акбар», и Аллах велик. То есть получилось: «Субханаллахи вальхамдулиллахи, валя иляха илляллах, валлаху акбар». Кто не знает эти слова? Все знают. Так ведь? «Ахаббу илайя мимма талаат алейхи шамс». Для меня сказать вот эти слова лучше и любимее, чем то, над чем восходит солнце над горизонтом. То есть, чем весь этот мир. Чем весь этот свет. То есть, для меня лучше и дороже вот эти слова, чем вот эта вся жизнь. Да? Поэтому хадисов в этом значении очень много, зикров очень много. То есть вот эти, казалось бы, простые, несложные слова, посредством этих слов, этих поминаний, Аллах дает столько наград, Аллах прощает столько прегрешений. Машаллах, это все надо использовать. Идем дальше. Следующая польза от поминания Аллаха: «Аннаху гирасуль джанна». Поминание Всевышнего Аллаха – это есть насаждение, райские насаждения. То есть это есть райские деревья, которые мы сажаем, иншаллах, в свой огород, в свой сад, в своем саду, в будущем саду, иншаллах, в раю. И как приходит в хадисе, сборники имама Тирмизи от Абдулла ибн Мас'уд, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лакиту лейлата усрия би Ибрахим аль-Халиль». В ночь переселения, мы знаем, Миграж и Исра, так ведь? В ночь переселения я встретился с любимым другом Аллаха, с кем? С Ибрахим аль-Халиль, Ибрахим алейхиссалям.
Факаля, и он сказал мне: я Мухаммад, о Мухаммад, акри умматака минни салям. То есть передай твоей умме от меня салям. От меня салям. Ученые говорят, вот салям, слова приветствия от Ибрахима алейхиссалям умме пророка и за то, что мы, умма пророка Мухаммада, во время каждого намаза передаем салям кому? Ибрахиму алейхиссалям. Так ведь? То есть, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. То есть, кама баракта аля Ибрахим. То есть, мы каждый намаз вспоминаем Ибрахиму алейхиссалям. И поэтому Ибрахим алейхиссалям в знак благодарности этой умме обращается к нашему пророку. Когда они встретились вместе, он сказал: о Мухаммад, передай своей умме от меня салям ва ахбирхум. И скажи им. То есть пророк Ибрахим алейхиссалям, он захотел передать не только салям, но еще насихат. Насихат вот этой умме, который каждый намаз вспоминает о нем. Так ведь? Альхамдулилля. Он сказал: ахбирхум, скажи им, анналь джанната, что рай, таййибату турба, что почва земли, она и благословенна, также тайиба, то есть благовоние, она лучше, чем миск. Это самый лучший миск. То есть почва рая, она благословенна. Она, альхамдулилля, она благородна. Удбатуль ма, и вода райская, ее невозможно сравнить с земной водой. То есть она благословенна, она сладкая, она вкусная, да? Она не портится. Ва аннаха кайан. И почва, вот эта земля, она ровная. То есть там нет никаких камней, там нет никаких неровностей, то есть она ровная. То есть вот эта земля, она ровная. Все, она готова. Почва благородная. Все, почва, она благословенная. Вода сладкая, лучшая. То есть все готово для чего? Чтобы сеять на этой земле. То есть Ибрахим алейхиссалям сообщает, описывает нам райские земли. Так ведь, что они благословенны, что они... «Ва анна гирасаха». И вот насаждения, деревья, которые мы будем туда сажать, да, насаждения, это и перечисляет. Это субханаллах. Каждый раз, когда мы будем говорить субханаллах, на этой почве у нас в саду появляется дерево. И Аллах будет растить эти деревья до нашего прихода, иншаллах. И насаждения райские – это субханаллах. Вальхамдулилля – это альхамдулилля. Ва ля иляха илляллах. Каждый раз, когда мы будем говорить ля иляха илляллах, мы посадим этим самым деревом. Валлаху акбар. Валлаху акбар. То есть субханаллахи, вальхамдулилляхи, ва ля иляха илляллаху, валлаху акбар. Вот это и есть райские насаждения. Каждый раз, когда мы будем говорить эти слова, восхвалять Аллаха, мы будем сажать деревья. У кого в саду? У нас в саду, иншаллах. У нас. Следующий хадис передает нам имам Ахмад от Абу Аюб аль-Ансари, где посланник Аллаха саллаллаху сказал, что когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям переселялся в ночь Исра, он проходил мимо Ибрахима алейхиссалям. Мимо Ибрахима алейхиссалям. И Ибрахим алейхиссалям, когда увидел Джибрииля, ангела Джибрииля, и рядом с ним кого-то, он спросил: «Ман маака я Джибрииль?» «О, Джибриль, а кто с тобой там рядом? Кто-то есть, кто там?» На что Джибриль ответил: «Хада Мухаммад». Это, говорит, пророк Аллаха Мухаммад. Мухаммад со мной. Факаля лаху Ибрахим. И тогда Ибрахим алейхиссалям обратился к пророку Мухаммаду и сказал: «Мур умматака фалиюкфиру мин гирасиль джанна». То есть повелевай своей умме, общине, чтобы они больше
сажали деревья в раю. То есть больше сажали деревья в раю. فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةً. Воистину, почвой рая является миск, благовоние. То есть она благородная. وَأَرْضَهَا وَاسِعَةً. А просторы райские, они очень просторные. То есть очень васиа. Земля райская, она очень, там очень много места, куда можно сажать. Альхамдулилля. Куда можно сажать. فَقَالَ وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ. И тогда пророк Мухаммад, услышав эти слова, насихат, он спросил, а что является, что можно туда сажать? Что является насаждениями рая? На что Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «Ла хауля ва ла куввата илля биллях». Вот эти слова. «Ла хауля», то есть нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. «Ла хауля ва ла куввата илля биллях». Если собрать два хадиса, первый и второй, у нас получается зикры, которые мы говорим после намаза. Так ведь? Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха илляллаху, валлаху акбар, ва ла хауля ва ла куввата илля биллях. Этот хадис Хасан в сборниках имама Ахмада. Также имам Тирмизи передает хадис от Абу Зубайра и от Джабира, радиаллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каля», кто скажет «Субханаллахи ва бихамдихи», то есть преславен Аллах, пречист Аллах от всех недостатков, «ва бихамдихи», и вся хвала Ему, «гурисат лаху нахлятун фил джанна». Если человек один раз скажет вот это слово «Субханаллахи ва бихамдихи», то будет посажено ему пальма в раю. То есть один раз сказал — одно дерево. Сказал 1000 раз — 1000 деревьев. Сказал там 10 000 раз — 10 000. Этот хадис Хасан Сахих, то есть имам Тирмизи сказал, что иснад хадиса хороший и достоверный. Также имам Ахмад передает от Муаз ибн Анас аль-Джухани, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каля», то скажет «Субханаллахи л-азим», «Субханаллахи л-азим», то есть пречист великий Аллах от всех недостатков, «набата лаху гарасун фил джанна», то ему вырастется дерево в раю, то есть посадится от него дерево в раю. Субханаллахи л-азим. Поэтому вот получается субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар. Первый хадис, второй хадис ла хауля ва ла куввата илля биллях. И третий хадис субханаллахи ва бихамдихи. И четвертый хадис субханаллахи л-азим. То есть мы, поминая Всевышнего Аллаха вот этими словами, альхамдулиллах, мы будем сажать деревья, насаждения у нас в райских садах. Вот эти и другие пользы. Ну, наверное, так, у нас на сегодня, наверное, все. Иншаллах, следующий урок начнем с того, что поминание Всевышнего Аллаха является светом верующего как в этой жизни, так и при смерти, так и в могиле, так и в судный день. В судный день нур светом будет для поминающего Всевышнего Аллаха. Субханак Аллахумма бихамдик. Потому что здесь несколько зикров, мы, наверное, за 3-4 минуты не успеем. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.